Ну, прежде всего, вы правильно сказали, что это инициатива белорусской диаспоры, которая была высказана на Всебелорусском конгрессе, Всемирном конгрессе белорусов зарубежья. Фактически это в определенной степени символический, но и реальный шаг, направленный на то, чтобы создать систему, структуры, которые бы позволили бы нам представлять демократическую Беларусь, демократическое белорусское общество за рубежом. У нас сейчас достаточно большие активные коммуникации, контакты с Европейским Союзом, с другими государствами мира. Очень активно, очень мобилизирована белорусская диаспора. Мы действительно в истории развития независимой Беларуси никогда не имели такую уникальную ситуацию, когда белорусы очень мотивированы с точки зрения того, чтобы изменить ситуацию в нашей стране. Они организовываются, они объединяются, они проводят различные акции. И в связи с этим родилась эта идея. Конечно, Народное антикризисное управление, я как член Президиума Координационного совета поддержал эту инициативу, и мы оказывали и в определенной степени дипломатическое содействие, исходя из своего предыдущего опыта работы послом. Мы в нашей команде также и Владимир Остапенко, бывший посол Беларуси в Аргентине и на Кубе, профессиональные дипломаты, у нас работает 4 человека. Так что мы максимально старались помочь диаспоре. Фактически вчера присутствие заместителя главы Европарламента, депутатов Европарламента, депутатов многих национальных парламентов де-факто это признание подобной структуры общественной инициативы. Посольства будут прежде всего ориентированы на то, чтобы оказывать возможную помощь белорусским гражданам. Понятно, что нет для этого, может быть, финансовых инструментов на сегодняшний день, но вместе с тем люди будут знать, к кому могут обратиться. Во-вторых, они будут информировать о реальном положении, о реальной ситуации в Беларуси. Для нас это также важно — коммуницировать с соответствующими парламентами, общественными организациями при возможности и с правительственными структурами по, опять же, взаимодействию с демократической Беларусью. Все будет зависеть от мотивированности и активности каждого конкретного народного посольства или народного консульства, которые открыты в 20 государствах мира. И к нам присоединяться будут еще и другие страны. Я в этом убежден. Была информация о том, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с представителями европейских стран и США. Они беседовали на тему прав защиты и свободы человека. Конечно же, европейцы и представители США призвали Беларусь прекратить насилие в отношении протестующих, осведомились о планах белорусских властей по поводу заключенных. Как вы прогнозируете дальнейшее развитие отношений между Европой и Александром Лукашенко и его режимом? Ну, не говорит ли это о том, что Европа хочет наладить диалог именно с Лукашенко? Нет, я не думаю, что об этом идет речь. Тут важно отметить такой нюанс. Маккей, министр иностранных дел, реагируя на публикацию пресс-релиза послами Европейского Союза, сказал, что в ходе этой встречи ему была представлена агитка, которая написана белорусскими политическими мигрантами, то бишь нами, теми, кто вынужденно находится за границей. С другой стороны, ранее режим обвинял, опять же, Запад в том, что фактически они пишут агитки для нас. Так что здесь министр иностранных дел запутался в подходах. То ли мы кому-то пишем эти агитки, то ли нам эти пишут агитки. А нужно просто посмотреть на то, что ждет белорусское общество. И белорусское общество не хочет, чтобы его больше репрессировали, унижали, избивали и убивали, к сожалению, граждан нашей страны на улицах городов Беларуси. Европейский Союз проинициировал эту встречу для того, чтобы услышать со стороны властей, какие дальнейшие шаги по выходу из этой ситуации. Потому что власть на сегодняшний день не продемонстрировала ни на йоту, ни 1 миллиметра, ни сантиметра устремлений к тому, чтобы искать через диалог возможный выход из этой ситуации. Фактически она только драматизирует ее глубже и глубже, репрессируя людей. Последнее решение — это закрытие права граждан Беларуси выезжать с территории Беларуси, которая вступает в силу 20 декабря. Наземным путем. Наземным путем, да. Почему? Потому что авиасообщением возможно заранее проконтролировать любого человека, который уезжает из страны, иметь на него полную биографию, данные, имеет ли он какие-то потенциальные преследования со стороны так называемых правоохранительных органов. То есть берется на контроль фактически весь поток выезжающих граждан нашей страны, на более жесткий контроль. С
Связано это с тем, что мы видим, что идет раскол в государственном аппарате. Есть элементы и признаки, и конкретные факты раскола и в силовом блоке. И для того, чтобы избежать этого усиления, люди же что делают? Они прежде всего уезжают за границу. Власть решила ограничить эти выезды. Это воспринято обществом очень негативно. Мы видим огромное количество людей, желающих уехать до 20 числа из Беларуси. К сожалению, до этого мы наблюдали большую миграцию из Беларуси, прежде всего в Литву, Польшу, в Латвию, также в Украину. Очень много людей уезжает. И для того, чтобы, опять же, приостановить эти процессы, власть тоже закрывает границы.